Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Министерство обороны обеспокоено массовым увольнением офицеров и их последующей эмиграцией. Чтобы удержать туркменских военнослужащих, руководство воинских частей не принимает у них заявления об отставке и проводит воспитательные беседы. Источники Turkmen News сообщают, только за прошлый год за границу уехало около 850 офицеров. По данным же открытых источников, общая численность армии Туркменистана составляет 36,5 тысяч военнослужащих. Иными словами, 850 человек за один год – это довольно серьезные, небоевые потери. Ранее собеседники Turkmen News сообщали, что в последнее время в каждой конкретной части за месяц увольняется как минимум 2-3 офицера, в результате чего командование частей перестало отправлять заявления офицеров об отставке в Министерство обороны. Если же кому-то все же удается этого добиться, то из Ашхабада в часть приходит резолюция: проведите воспитательную работу, удержите. И эту работу проводят. Офицеров вызывают на беседы, где им напоминают о любви к родине и о долге. Относительно существующих трудностей утверждается, что все это временно и вот-вот станет лучше. Иного выхода у командования частей нет. В Минобороны увольнение офицеров воспринимают как серьезный проступок, а за упущения и недостатки в работе с офицерским составом виновным грозит наказание. А трудностей у военнослужащих немало, и далеко не всегда в них виновато лишь командование на местах. Их зарплата по туркменским меркам достаточно велика – 3-4 тысячи манатов или $150-200 по рыночному курсу. Однако рабочая неделя в армии, как и во всем Туркменистане, шестидневная. Юридические офицеры должны работать 8 часов в день, вместо этого в будние дни они проводят в части по 10-12 часов, а в воскресенье находятся там с утра и до полудня. Получить положенное по закону служебное жилье непросто, но если получил, то до недавнего времени имел право после 10 лет службы приватизировать его. Теперь приказом министра обороны Бегенчи Гундагдыева эту норму отменили. Многие офицерские семьи годами снимают частные квартиры. За рубежом отставные офицеры могут легко получать $1000 в месяц, работая, например, таксистами. Даже с учетом затрат на жилье и питание, они могут отсылать семьям больше денег, чем зарабатывали в туркменской армии. Покидают страну, конечно, не только бывшие военнослужащие. Как сообщают источники Turkmen News, в Мары и Дашагузе, в настоящее время в миграционной службе этих городов ежедневно скапливаются огромные очереди, в которых сотни людей ожидают оформления заграничного паспорта. В основном это мужчины от 20 до 50 лет. Абсолютное большинство из них уезжает с целью заработка. В ходе беседы с нашими корреспондентами около 60% стоящих в очередях заявили, что у них нет профессионального образования. Среди оставшихся 40% это люди самых разных профессий: военные, учителя, врачи. В очередях немало тех, кто закончил учебное заведение за рубежом, потом вернулся на родину, но не нашел себя и решил уехать опять в ту страну, где учился. Это весьма неприятная потеря, ведь молодые специалисты могли сразу остаться там, где учились, но они вернулись домой и попытались стать полезными своей стране. Однако страна вместо того, чтобы их принять и интегрировать в рынок труда, создает для них различные препятствия. Так в Туркменистане можно подтвердить дипломы лишь из ограниченного списка иностранных вузов. Как и в армии в целом в Туркменистане, пытаются сокращать миграцию бюрократическими методами. Та же очередь на оформление загранпаспортов сейчас растянулась более чем на год. И дело не только в количестве желающих уехать, но и в сознательном воспрепятствовании властей миграции. Однако решить этот вопрос можно за взятку, и мигранты не скупятся на покупку мест в очереди. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.